Вы смотрите новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Большая стройка близится к завершению. Очередные новоселы получили ключи от новых домов взамен сгоревших в Бяскёле горного района. Детский школьный технопарк открыли в селе Майя Мегино Кангаласского района. По указу главы региона такие заведения должны появиться по всей республике. Стоматолог-терапевт из Мирного стала призером награды «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Большая стройка близится к завершению. Еще 14 домов ввели в эксплуатацию в селе Бяскёль горного района. Полностью благоустроенные здания с отделкой и сантехникой передали хозяевам в торжественной обстановке. Кроме того, жителям подарили сертификаты для приобретения имущества. С 28 сентября в Бяскёле сдали уже 20 домов, гарантия на каждые 3 года. На территории подворья восстановлено 8 коровников. По линии Минсельхоза начнется возмещение утраченного скота. Также к концу следующей недели в планах завершить возведение животноводческого комплекса на 100 голов. Но на сегодняшний день от имени главы Республики Саха-Якутия вручается каждой семье, каждому новоселу сертификат на 200 тысяч рублей для того, чтобы они могли уже начать обустраивать свои квартиры мебелью, бытовой техникой. Есть спонсорская помощь при вручении ключей от первого дома. Здесь была глава Оленёкского района, и они от Оленёкского района каждой семье подарили по одному холодильнику. Такая работа ведется, поэтому здесь помощь со всей республики идет, и жители в этой части обустраиваются, и я думаю, будут жить. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр Дети Азии во Владивостоке в следующем году, сообщается на сайте Кремля. Доклад по данному вопросу президент ожидает до 10 декабря текущего года и до 20 сентября следующего. Напомню, международные спортивные игры Дети Азии учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые 4 года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством республики было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты России и страны. Количество жителей республики, которое нужно охватить вакцинами от коронавирусной инфекции для достижения коллективного иммунитета, увеличили до 80%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Постановление о внесении изменений подписала главный санитарный врач региона Маргарита Игнатьева. В нем говорится, что иммунизацию нужно провести до 15 ноября. На сегодня первый этап вакцинации прошли более 357 тысяч якутян, полный цикл 336 тысяч. Также повторную иммунизацию по истечении 6 месяцев с момента первой прививки или после болезни прошли почти 14 тысяч жителей Якутии. Что касается данных оперативного штаба, на территории республики за прошедшие сутки зарегистрировали 237 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске 126 случаев. 10 человек заболели COVID-19 в Татинском районе, по 9 в Мегино-Кангаласском и Сунтарском, 8 в Ленском. В Нерюнгринском районе зафиксировали 7 случаев, в Алданском, Булунском, Хангаласском, Чурапчинском районах по 6. В Амгинском, Верхоянском и Мирнинском по 5. 4 человека заболели в Усть-Алданском районе. Еще в 14 районах республики выявлено от 1 до 3 заболевших. Открытие детского школьного технопарка «Сайдыс» состоялось в селе Майя Мегино Кангаласского района на базе лицея имени Тимофеева. Отметим, что еще 8 лет назад в лицее открыли специальный кружок для школьников, где проводились различные мероприятия технической направленности. В технопарке установили мощную компьютерную технику, приобрели лазерную установку, конструкцию для лего и робототехники, оборудование для 3D-моделирования и квадрокоптеры. Это первый технопарк, созданный в рамках реализации нового проекта фонда «Детские инновационные центры». Проект реализуется по целевой программе «Во имя будущего» на 2021-2023 годы за счет средств компании «Алроса». По указу главы республики Найсана Николаева к 2024 году детские технопарки должны быть созданы в каждом муниципальном районе и городском округе.
Стоматолог-терапевт из Мирного стала призером награды «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Инесса Семенова приняла участие в номинации «Вызов года». Награда создана, чтобы отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха и высоких результатов в работе предприятий. С 2010 года Инесса Семенова работает в медицинском центре «Алроса». Она профессионал с 20-летним опытом работы в медицине. С начала пандемии стоматолог предложила создать в медцентре единый центр тестирования, работа которого направлена на борьбу с COVID-19. Летом этого года врач подала заявку на участие в премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» с уже реализованным проектом. «Вызов года» — это номинация женщины, которая внедрила проект, инициативу, направленный на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в своем предприятии. Нам необходимо было рассказать о своей работе, как мы работали в течение вот этих 1,5 лет пандемии. В Амге на Субботнике высадили деревья на аллее Лес Победы. Мероприятие посвятили памяти подполковника запаса, ветерана тыла и труда, почетного гражданина Амгинского района Ивана Махначевского. Он был автором эколого-патриотического проекта «Лес Победы» по высадке именных деревьев в честь защитников Отечества. Проект в Амгинском улусе стартовал в 2015 году. Жители села высадили вдоль дороги Амга-Нижний Бестях ровно 1769 деревьев, которые символизируют количество павших и вернувшихся с войны амгинцев. А накануне пересадили 174 дерева. Данная акция у нас проводится, как я уже сказал, по всему району. Во всех наслегах тоже проведены ряд субботников по посадке деревьев. И вообще вот в целях увековечивания имени нашего великого Ивана Иосифовича каждый житель Амгинского района должен посадить дерево. И это делается для того, чтобы у нас вот в каждом наслеге, в каждом дворе, в каждом доме были деревья, и, соответственно, наша Амга цвела и была красивой. Говядина вскоре может стать веганской благодаря ученым из Японского университета Осаки, которые вырастили мясо в лаборатории на 3D-принтере, рассказывает Анастасия Дмитриева. Говядина вагю, одна из излюбленных у гурманов Японии, вскоре может стать веганской благодаря ученым из университета Осаки. Они напечатали мясо на 3D-принтере. Этот шаг может помочь решить проблему нехватки продовольствия и белка в будущем, считают исследователи. Профессор Мичио Мацусаки и его научная группа впервые извлекли клетки из организма японских черных коров, вырастили волокна и вручную соединили вместе, чтобы создать мясо. Мы использовали клетки крупного рогатого скота для создания 3 типов волокнистых структур – жира, кровеносных сосудов и мышц для имитации структуры мяса. В настоящее время для получения небольшого кубика требуется до 4 недель. Создание 1 грамма стоит 10 тысяч йен или примерно $90. Мацусаки сказал, что как только процесс будет усовершенствован и автоматизирован, мясо может поступить в массовое производство в течение 5 лет. Это снизит его стоимость в магазинах. Но авторы эксперимента заботятся не только о желудках сограждан, но и о здоровье. Мацусаки считает, что технология в конечном итоге может быть применена в регенеративной медицине. Если мы заменим его человеческими клетками, то сможем пересадить человеческую мышцу, созданную из клеток, таких как мышца бедра. Это главное, на что мы надеемся, продолжая это исследование. О том, какая на вкус искусственно выращенная говядина, ученые пока не говорят. В 2022 году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Турине на севере Италии, рассказывает Анастасия Дмитриева. Евровидение 2022 примет город Турин. В заявлении организаторов песенного конкурса говорится, что Италия получила право на проведение после того, как группа Måneskin выиграла прошлый конкурс в Роттердаме. За его исходом следили почти 190 миллионов человек во всем мире. Победа итальянцев ознаменовала возвращение фестиваля на Апеннины после 31 года перерыва. Страна проводила Евровидение в Неаполе в 1965 году и в Риме в 1991.
Административный центр области Пьемонт, неподалеку от границы с Францией и Швейцарией, выбран по итогам отбора, в котором участвовали 16 других городов, в том числе Милан и Римини. Заявку в мае подала мэр Турина Кьяра Аппендино. По ее мнению, у местных жителей есть опыт в организации крупных международных мероприятий, а также подходящие помещения и инфраструктура. В 2006 году город стал столицей зимних Олимпийских игр. Помимо того, лоукостер Ryanair создал в Турине хаб, что упростит зрителям путь. 66-й конкурс Евровидения пройдет на стадионе Палалимпика. Финал назначен на 14 мая. Конкурс был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а до этого мероприятие проходило в Тель-Авиве. На Евровидении выступают музыканты из более чем 50 стран. Некоторые находятся далеко за пределами Европы, например, Израиль и Австралия. Ну а Всемирный день почты ежегодно отмечают сегодня, 9 октября, по всему миру. В Якутске эту дату отметят флешмобом Великой Северной экспедиции. На территории исторического парка «Россия. Моя история» откроется мобильное почтовое отделение, а организаторы презентуют серию открыток «Наука и технологии в Якутии». Помимо этого будет установлен мировой рекорд, который будет зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Подробнее об этом и многом другом расскажет Полина Долинская, которая прямо сейчас с нами на прямой связи. Полина, приветствую, тебе слово. Иван, я тоже тебя приветствую, также я приветствую наших телезрителей. И если я задам тебе и нашим зрителям вопрос, когда в последний раз вы получали настоящее, живое, не электронное письмо, то многие, наверное, затруднятся ответить. Между прочим, у людей издавна была потребность обмениваться какими-то известиями. И даже если мы углубимся в историю, то мы узнаем, что самый первый почтовый документ был зафиксирован 255 лет до нашей эры. Но менялись люди, менялось время, а также менялась способность и способы разные коммуникации между государствами и городами. Прямо сейчас мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история», где здесь вы можете видеть за моей спиной развернут мобильный почтовый пункт. Сегодня приуроченный он Всемирному дню почтовой связи и работников почты. И у нас есть потрясающая возможность поговорить с организатором и узнать более подробно, какие мероприятия сегодня запланированы и что будет. Михаил Михайлович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, именно подробнее нам об этой акции. Расскажите, почему именно здесь, в Якутске, и чему будет посвящен флешмоб, и про вот эти замечательные красивые открытки, которые у вас в руках. Ну, надо сказать, что эта акция была инициирована энтузиастами, которые связаны с вот таким сообществом коллекционеров, любителей путешествий, потому что очень часто путешественники приезжают в города, им нужно отправить что-то такое региональное, особенное, а не электронное сообщение. Потому что электронным сообщением сейчас уже порой не верят, откуда оно было отправлено. А когда есть вот открытка с региональной спецификой, есть штемпель, есть марка, значит, это уже становится где-то неким брендом и подтверждением, что человек там реально был, а не просто. Ну и мы в рамках этого года науки, академические институты и исторический парк, у которых есть специалисты в области дизайна, креатива, разработали первые 3 открытки. И вот самая первая открытка, мы уже ее в августе презентовали, посвящена мерзлотоведению. И вот сейчас мы сделали еще 2 открытки. Одна из них посвящена как раз приурочена к Витусу Берингу и к ему очень замечательному ученому, который был с ним на корабле, который во многом способствовал, что очень много людей спаслись от цинги. Это Георг Стеллер. И еще одна брендовая открытка, которую мы считаем связана с Якутией, это Якутия — центр северного материаловедения. Потому что наша техника при низких температурах — это хрупкость металла, и наши ученые достигли того, что есть способы, которые способствуют решению этой проблемы. Вот эти 3 таких знаковые открытки. Северное материаловедение — это Институт всех проблем Севера и проблем нефти и газа. И Стеллер — это Институт биологических проблем клетозоны и Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. И Институт мерзлотоведения, это по мерзлотоведению, совместно с парком сделали такие открытки региональные, и они участвуют как раз в этой акции. Давайте мы как раз-таки расскажем и покажем нашим телезрителям, как можно принять участие именно
в этом флешмобе, который будет зафиксирован еще в книге рекордов Гиннесса? Ну, да, это планируется, что это будет отправлено в книгу рекордов Гиннесса. Во-первых, одна из 3 этих открыток должна быть региональная. Это одно из требований. И можно их купить в историческом парке «Россия. Моя история». Он еще работает. Есть время. Потом в нашем мобильном любезно согласилась и организовала временный такой, купить марку, как мне сказали, 18 рублей. Открытка стоит в розницу 60 рублей. И сделать специальное гашение, и после этого почтовый ящик опускается. А куда отправляем? Отправляем организаторам город Оса, Пермского края. Почему город? Он чем известен? Потому что там сформировался отряд Беринга, по сути, самые мастеровые, и они оттуда пошли на Сибирь и приехали к нам в Якутск в 1733 году. То есть, в принципе, это уже почти 300 лет истории этому большому мероприятию. Ну и вот Якутск был 4 года местом, где все собиралось, и мы назвали нашу открытку «Якутск. Форпост Великой Северной экспедиции», потому что, по сути, самое большое время Витас Беринг провел у нас в Якутске. Также сегодня вырученные средства с каждой открытки, с каждого письма будет отправлен в благотворительный фонд. Вот что за акция? Это известная благотворительная акция Почты России, когда можно сделать подписку, есть определенный перечень организаций, которых специально отправляются. Это детские дома, это дома престарелых и определенные категории связанных, где нужна поддержка именно общества. То есть это есть целая система акций, на сайте можно регистрироваться, и здесь можно на Почте России оформить. Она, в принципе, везде проходит, на всех почтовых ящиках, просто мы решили соединить два и показать, что эта благотворительная акция, она нужна для общества, для всех нас. Большое спасибо, друзья. Ну а я напоминаю, что именно сегодня, 9 октября, в Всемирный день почты, можно принять участие именно в установлении рекорда Гиннесса. Кстати, после этого все участники получат сертификаты. Ну, а если, друзья, по каким-либо причинам у вас не будет возможности сегодня посетить исторический парк «Россия. Моя история», данные открытки поступят в розницу и будут продаваться на главном почтовом отделении города Якутска по адресу Дзержинского, 4. Иван, передаю тебе слово. Полина, благодарю тебя за столь увлекательную информацию. Ну а я напомню, что на прямой связи с нашей студией принимала участие в установлении рекорда Гиннесса наш корреспондент Полина Долинская. Ну а к этому часу пока вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Не переключайтесь.